Почти 4000 одиннадцатиклассников республики сегодня написали итоговое сочинение. Это их первый и один из главных рубежей на пути к ЕГЭ. Готовили школьники по традиционным 5 тематическим направлениям, но точные формулировки тем узнали только в классе. Для кого это стало приятным сюрпризом, а для кого не очень, узнала Виктория Палкина. Дружно, организованно, с улыбкой. Это утро для сыктывкарских одиннадцатиклассников особенно волнительное. Дома за них переживают родители, здесь классные руководители. Я реально беспокоюсь за моих ребят в том смысле, чтобы они собрались, сконцентрировались, собрали силы, все свою энергию и мысли и смогли выразить их на бумаге. На проверку документов всего 5 минут. В кабинетах выпускники уже ждут точные темы итогового сочинения. 5 тематических направлений Федеральный институт педагогических измерений опубликовал еще в августе. Подготовка к этому испытанию в школах региона шла всю осень. Это первый экзамен, уже полноценный, это не пробник. Но это дает, так скажем, уверенность. Если ты написал этот экзамен, значит и ЕГЭ тоже тебе нипочем. Мы готовились серьезно, мы писали пробники. Школьники с ограничениями по здоровью вместо сочинения пишут изложение. Испытание доступно и для выпускников прошлых лет. Результаты у них потребуют при поступлении в вузы. Итоги сочинения этого года станут известны только в середине декабря. С каждого сочинения снимается копия, и вначале комиссия по проверке, школьная, проверяет вот эти копии сочинений. Затем, заполняется протокол, естественно, затем все уходит в РИЦОКа, и мы получаем официальный протокол где-то, наверное, дней через... В общем, всего дней 14, наверное, уходит на вот всю проверку, на обработку результатов. Школа не имеет права давать никаких комментариев, пока не получим протокол с РИЦОКа. Есть среди одиннадцатиклассников коми и те, кто не писал сегодня итоговое сочинение. К примеру, по болезни. У них есть еще попытки в феврале и в мае. Впрочем, в эти сроки написать еще одну работу смогут и те, кто за сегодняшнее сочинение получит незачет. Виктория Палкина, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.